Сегодня нашему телеканалу исполняется 1 год. 12 месяцев мы рассказывали о самых актуальных и важных новостях. При этом иногда работы наших корреспондентов помогали решить вопросы жителей Якутии. Июль 2018-го. На горячую линию нашего канала приходит сообщение. Неравнодушные горожане делятся историей пенсионерки, проживающей в аварийной квартире в условиях просто непригодных для жизни. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров посвятил проблеме Любови Алферовой целую череду репортажей. Вся цепь событий и итог нашей работы в следующем материале. На призыв о помощи откликнулись немедленно. Съемочная группа застала Любовь Алферову в ужасающих условиях. Прогнившие полы, плесень и даже крысы. Пожилая женщина не смогла сдержать слез. Раковина все упало. Раковина упала. Видите? Вот что творится. Это я сама, вот это вот. Ну, потому что тут все сгнило, да? Вот видите, что? Вот туалет, туда сходить я не могу. Посмотрите, вот там туалет, он падает, полы все сгнили. От бездействия управы Губинского округа в таких условиях Любовь Артемьевна прожила несколько лет. После выхода в эфир ситуацию под контролем взяли руководство Стройжилнадзора Республики. И вместе со съемочной группой они отправились прямо по адресу. Если сантехники приходят, видят, что полов нету в квартире. Человек пожилой, квартира муниципальная. Что предпринято было? Нет, на квартиру муниципальную заявку надо, значит, давать на ремонт. Вот они видят, приходят на заявку, да, по отоплению, там, по другим вопросам, видят такое состояние. Но почему промалчивает эта ситуация? Соответственно, в отношении управляющей компании будет проведена проверка. И также будет обследовано техническое состояние. И мы направим заключение свое в Департамент жилищных отношений для того, чтобы уже взяли в работу межведомственной комиссии по признанию дома, всего дома аварийным. Далее к решению проблемы подключилась уполномоченная по правам человека Сардана Гурьева. Оказалось, она поднимала этот вопрос еще в апреле 2018 года. Но тогда на ее заявление реакции не последовало. И весь этот период я считаю, что со стороны отдельных должностных лиц были отписки. Да, потому что ситуацию должностные лица об этом знали, об этой квартире знали. Я как уполномоченный сигнализировала об этом, что действительно ситуация очень непростая. Целых 5 сюжетов понадобилось для того, чтобы расшевелить все необходимые структуры. И почти через месяц после обращения на горячую линию Любовь Алферова празднует новоселье. Больше всего пенсионерка была рада, что 80-летие отметят в новом доме. Мне исполнилось 80 лет. Я благодарю Лилию, что я встретила в такой хорошей, шикарной квартире. Я в жизни не жила в такой квартире. Я очень благодарна Лилии Родионовой. Дай Бог ей здоровья, если бы не она, я бы никогда не поспела. Я очень благодарна корреспонденту Дмитрию, какой он грамотный, умный парень. Я таких еще не встречала. Мне часто показывали по телевизору, но такого я никогда не видела. Телевидение мне очень помогли. Если бы не они, я бы так и жила в своей квартире той старой. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.